Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как нетрезвый водитель, сбивший полицейского, уходил от погони. Расскажем о чудовищной истории в Елабужском районе. Он сегодня под сильным опьянением маленькое животное заснул и наблюдал, как оно горит. А что он завтра сделает? Нетрезвый мужчина бросил в горящую печь живого кота и закрыл дверцу. А также поиск пострадавших от вымогательства. В случае неуплаты злоумышленники угрожали коммерсантам физической расправы. И кто обложил данью перевозчиков? Это и не только. Прямо сейчас. Врезался в 4 машины, сбил полицейского, как мог, пытался уйти от погони и уворачивался от пуль. О неадекватной манере езды водителя «Лады» в автоинспекцию сообщили жители Зеленодольска. Водитель требованию об остановке не подчинился и старался скрыться. Задержать нарушителя удалось лишь около села Айша. В «Ладу» стреляли 8 раз, но остановилась машина только после очередной аварии. Нафиса Минязова узнала причины, побудившие водителя посильнее нажать на газ, и выяснила некоторые подробности его биографии. Ты откуда вообще что знаешь? Дверь закрой. Вы свою версию скажите. Я тебе говорю, дверь закрой. Ты что, дурной, что ли? Не хотите говорить? Ты отдыхай, Слова мужчина не выбирал, вежливость ему уже не поможет. О неадекватном водителе в автоинспекцию сообщили жители Зеленодольска. «Ладу» 10-й модели сотрудники ГИБДД нашли и попытались остановить. Но водитель только сильнее нажал на газ, при этом сбив полицейского. Началась погоня. Аккуратно его езду назвать было нельзя. «Лада» задела несколько машин и, как утверждают очевидцы, чуть не сбила ребенка. Чтобы вынудить водителя остановиться, полицейские открыли огонь по машине. Стреляли 8 раз. Одна из пуль попала в пассажирскую дверь, но «Лада» продолжала мчаться вперед. Встречный «Рено Меган» стал последней преградой на ее пути. Уехал навстречу, я пытался увернуться, и он мне в бочину прислал. Но в этот раз уехать он смог недалеко. Машина получила серьезные повреждения и смогла проехать только несколько сотен метров, после чего остановилась. Нарушителя задержали, а сбитому полицейскому вызвали скорую помощь. Ему потребовалась госпитализация. Во время беседы с водителем «Лады» автоинспекторы выяснили причину такого поведения. Невооруженным глазом было видно, что он сильно пьян. Экспресс-тест только подтвердил все догадки. Результат 0,751 мг на литр в выдыхаемом воздухе. Таким образом установлено состояние алкогольного опьянения. Вскоре выяснилось, что в 2008 году мужчину на 1,5 года лишали права управления транспортными средствами. К тому же срок действия водительского удостоверения истек в 2011 году. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Также на мужчину составили 9 административных протоколов. Расследование дела находится на контроле прокуратуры. Теперь мужчине помимо штрафов грозит лишение свободы сроком на 5 лет. К слову, на свободе он был недолго. Был судим за изнасилование и освободился только в сентябре этого года. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Тело 23-летнего дознавателя отдела полиции Юдина с огнестрельным ранением головы накануне вечером было обнаружено на его рабочем месте. На столе мужчины нашли записку, написанную предположительно им самим. В ней просьба никого не винить. Сейчас Следственный комитет проводит проверку, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными с применением садистских методов было возбуждено после огласки чудовищной по своей жестокости истории, произошедшей в Елабужском районе. К волонтерам обратился один из работников пилорамы, рассказавший, что его коллега еще в середине декабря бросил в горящую печь живого кота. Он терся об ноги и мешал ему пить. Животное достали, но некоторые части тела к тому времени превратились в угли. Коту с каждым днем становилось хуже, и мужчина просил его забрать. Наталья Медина продолжит. Когда волонтеры забирали животное, кот был в ужасном состоянии. Самостоятельно передвигаться не мог. Лапы обуглены, на теле ожоги. Зоозащитникам позвонил один из работников пилорамы и рассказал подробности этой чудовищной истории. В середине декабря один из его коллег в нетрезвом состоянии бросил в горящую печь этого 6-месячного кота и закрыл дверцу, потому что животное терлось об ноги и мешало ему пить. Вы же понимаете, что это неадекватный поступок? Я понимаю, он сегодня под сильным опьянением маленькое животное заснул и наблюдал, как оно горит. А что он завтра сделает с человеком под пьяным алкогольным опьянением? Под сильным. После этого случая не пьет. Кота из огня кочергой вытащили другие работники пилорамы. 10 дней он прожил там же, в каморке, но животному становилось хуже. Поэтому один из мужчин позвонил волонтерам. Делом тут же заинтересовалась прокуратура.
По итогам проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животными с применением садистских методов». Расследование этого преступления взято на особый контроль в прокуратуре. В ветклинике животные обследовали и пришли к выводу, что передвигаться кот уже не будет никогда. Все лапы надо ампутировать. Что не обуглилось, начало гнить. Исходя из диагноза, приняли непростое решение. Боли кот больше не испытывает. Наталья Мезина, Нафиса Минязова, вызов 112. Он ехал через всю страну на попутках, чтобы заместить следы и не привлекать внимания. Но сам себя выдал. 28-летний житель Башкирии сильно разволновался, когда автомобиль, на котором он ехал, остановили на посту полиции при въезде в Казань. Именно это и стало поводом его досмотреть. Диляра Юсупова узнала, что и куда вез молодой человек и чем это теперь может для него обернуться. Один из подозрительных свертков автоинспекторы обнаружили в левом носке пассажира иномарки. Внимание полицейских мужчина привлек к себе после того, как Kia Rio, на котором он ехал с попутчиком, остановили на посту полиции в Верхнеуслонском районе для проверки документов. Мужчина стал сильно нервничать, и автоинспекторы предположили, что для этого у него есть причины. Их нашли в носке и рюкзаке. Товарищ понятые, поясняем, при досмотре темного рюкзака внутри черных приборов находилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 находился в рюкзаке. Изъятое направили на экспертизу, по результатам которой стало ясно, что изъятое вещество – мефедрон, общим весом более 1 килограмма. 28-летний задержанный признался, что ехал на попутках из Санкт-Петербурга в Ноябрьск. Вез наркотики для дальнейшей реализации уже в розницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался. Закон за подобные деяния предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Диляра Юсупова, Нафиса Минязова, вызов 112. Полицейские Казани ищут пострадавших от действий 2 предполагаемых членов организованного преступного формирования Борискова. По данным стражи порядка, оба на протяжении 6 лет вымогали деньги у предпринимателей, занимающихся междугородними перевозками. Платить предлагали ежемесячно, за что обещали спокойную жизнь. В противном случае угрожали и портили автобусы. Алсу Ахмедзянова поделится подробностями. Как выяснили полицейские, 2 мужчин уже 6 лет вымогают деньги у перевозчиков. Представлялись членами группировки Борискова. И за ежемесячное вознаграждение обещали защиту. Тем, кто отказывался, угрожали и били стекла их автобусов. Фигуранты были задержаны. Ими оказались 2 местных жителя 1988 и 1990 года рождения, которые по оперативной информации действительно являются участниками организованного преступного формирования Борискова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство». Обоих подозреваемых на время следствия отправили под стражу. Полицейские уверены, потерпевших может быть больше. Тем, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленников или располагает какой-либо информацией об их незаконной деятельности, стражи порядка просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Алсу Ахмедзянова, Айрат Назипов, вызов 112. Сразу 2 незаконных игорных заведения раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности в Автограде. Оба подпольных казино были практически идентичны, но работали в разных районах города. О безопасности бизнеса их владельцы беспокоились и всех подряд играть не пускали. Поэтому, как узнал Рамиль Шайдулин, полицейские пришли без приглашения. Туда пускали только по предварительному звонку и только постоянных игроков. Поэтому полицейским пришлось врываться силой. Помещение было арендовано и переоборудовано для азартных игр. Одновременно играть могли больше 30 человек. Таким же способом стражи порядка заходили и в другой игорный клуб. Организатор у него другой, но оборудование и способ работы схожи. С места происшествия изъяты компьютеры, системные блоки, денежные средства, также сотовые телефоны. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Она предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.